Здравствуйте, ребята! Суммативное оценивание за третью четверть. Прослушайте текст и выполняем задание. Зачем падишах вызвал к себе толкователя снов? Почему падишах приказал казнить первого толкователя? Какие два утверждения соответствуют тексту? Какое высказывание не соответствует содержанию притчи? Определите ключевые слова и словосочетания текста. И вот ответы. Создайте диалог в парах на тему «Тот герой, кто за родину горой». Каждый из вас должен побывать как в роли задающего вопросы, так и в роли отвечающего, по очереди обмениваясь репликами в форме вопрос-ответ, утверждение, отрицание. Соблюдайте речевые нормы и логику изложения материала. Время для подготовки 5 минут, время для диалога 2 минуты. Прочитайте текст и выполните задание. Какой заголовок соответствует содержанию текста? Определите стиль текста. Укажите два признака стиля речи. Укажите вариант, в котором не используются выразительные средства. Объясните значение выражения «обоняние предупреждало об опасности». Какова цель текста? И задание на письмо – написать письмо школьникам от лица Мересьева о том, что помогло ему выжить и вернуться в полк. Используйте эпитеты, сравнения и фразеологизмы. Пишите в соответствии с нормами литературного языка. Объем 80-100 слов. До свидания, ребята. До следующих встреч. Удачи вам!